Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Сохранить объемы лечения тяжело больных детей поручил президент России Владимир Путин. Они стоят на страже общественного порядка. Профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел сегодня. Стрит-джаз – это не только красиво, но и полезно для здоровья. Год назад этот танец появился в алмазной столице. Президент Владимир Путин поручил сохранить объемы лечения детей с тяжелыми и редкими болезнями. Ответственными за исполнение назначенный премьер Михаил Мишустин и главы регионов. Они должны подготовить доклад о проделанной работе до 1 февраля. Также глава государства поручил Кабмину запустить дополнительную программу медицинской помощи таким детям, в том числе проживающим за границей. Источником финансирования должны стать средства, которые начнут поступать в бюджет после повышения НДФЛ. Правительству предстоит определить порядок оказания поддержки. Президент подчеркнул, что приоритет при принятии решений в этой области должны иметь врачи и общественники. Тем временем у школьников началась вторая четверть учебного года, а после каникул более 48 тысяч детей вернутся к учебному процессу. Большинство учеников переведены либо в формат онлайн-занятий, либо на смешанную форму обучения. В теме разбирался Александр Хавренко. С понедельника в школах началась вторая учебная четверть. По приказу Управления образования города все школьники с 1 по 11 классы могут обучаться по очной форме, а могут выбрать одну из предложенных моделей. Например, 5 и 10 классы могут полностью обучаться в дистанционном формате, а выпускные 9 и 11 классы обязаны учиться очно. В части работы выпускных классов 10-11, что если в данных классах есть учителя, которые имеют возраст старше 65 лет. Соответственно, эти работники у нас по указу главы республики переведены в обязательном порядке на удаленный режим работы. То есть в данных классах уроки с применением дистанционных форм в принципе могут быть применимы, но основные уроки все должны в обязательном порядке идти в очном режиме. Лишь 15 школ города в первый же учебный день приняли решение работать очно. Большинство же школ предпочли смешанный тип обучения. Модель, по которой будет обучаться школа, была опробована в первой четверти. Учащиеся у нас будут обучаться по группам. Класс разделен на 2 группы, которые будут обучаться по смешанному типу. В первый день приходит на уроки первая группа, а во второй день приходит вторая группа. И с началом следующей недели очередность посещения уроков по дням недели у них меняется. То есть происходит ротация. И в итоге за 2 недели учащиеся очно имеют возможность встретиться со всеми учителями по всем предметам учебного плана. Для тех учеников, кто выбрал дистанционный формат обучения, сложностей с получением образования нет. Школы уже опробовали и достаточно успешно применяют для этого онлайн-трансляции уроков. В классе у нас установлена камера, микрофоны, и те дети, которые сидят дома на дистанционном обучении, они могут видеть уроки именно в прямом эфире. А второй вариант подходит для тех классов, где большинство детей выбрали дистант. Здесь уже наши учителя используют нашу разработку, онлайн-школу, и для них персонально проводят онлайн-уроки, а также используют нашу онлайн-школу как систему управления образовательным контентом. Как отмечают учителя, первую четверть большинство школьников окончило хорошо, и больших проблем с проведением учебного процесса через интернет никто из них не испытал. Жалоб и нареканий со стороны родителей учителя также не получали. А тем, кто во второй четверти сел за парты в традиционном понимании, следует помнить о мерах осторожности и средствах индивидуальной защиты. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. В Нерюнгринском районе фиксируют рост числа заболевших коронавирусом. Положение дел также усугубляют сезонные ОРВИ и грипп. Подробнее о ситуации в Южной Якутии в сюжете Екатерины Павловой.
Противостояние коронавирусу в Нерюнгринском районе сегодня – плановая, достаточно трудоемкая и ответственная работа, но ситуация управляемая. Для борьбы с инфекцией есть койки, лекарства и персонал. При сохранении мер предосторожности все поликлиники сейчас работают и принимают пациентов. В связи с острыми респираторными вирусными инфекциями вызовов на дом стало больше. Часть вызовов обслуживают фельдшеры неотложной помощи, другую часть непосредственно участковые терапевты. В целом заболеваемость растет, и это не только со стороны общих респираторных инфекций, таких как парагрипп, риновирусные инфекции и так далее, но и коронавирусная инфекция тоже имеет место роста. То есть первичная регистрация коронавирусной инфекции на основании лабораторных исследований, она регистрируется каждый день. В районе на постоянной основе проходят контрольно-надзорные мероприятия, проверяются торговые точки, объекты сферы обслуживания, общественный транспорт. Проводится разъяснительная работа по соблюдению всех ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в общественных местах. На данный момент нами было остановлено 5 маршрутных автобусов. Все, к счастью, водители соблюдают масочный режим, пассажиры в автобусах тоже соблюдают масочный режим, антисептики имеются, но водители такси, вот, как выяснилось, некоторые не соблюдают, к сожалению, масочный режим. Ну и поэтому на них были составлены акты, и их будут привлекать к административной ответственности. Школы и детские сады продолжают работать с соблюдением требований Роспотребнадзора, строгим мерам по фильтрам и обработке. Если вирус проникнет в учебные учреждения, разработаны алгоритмы действий, чтобы отдельные классы и группы отправить на карантин. Главные требования по профилактике коронавируса остаются прежними. Соблюдать все меры безопасности и быть постоянно настороженным к себе и своим близким, особенно к старшему поколению. Разумеется, здоровый образ жизни и укрепление иммунитета. Нужно любить свой организм и беречь его, помогая противостоять любым вирусам, в том числе COVID-19. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники органов внутренних дел. Это участковые, следователи, оперуполномоченные, бойцы спецподразделений и все сотрудники МВД, отвечающие за покой граждан. История праздника начинается с 10 ноября 1917 года. Тогда комиссар органов внутренних дел подписал постановление о рабочей милиции. Праздник начали отмечать с 1962 года, когда Президиум Верховного Совета СССР сделал дату праздничной. С 1980-го этот день стал по-настоящему государственным праздником. А в 2011 году с переименованием милиции в полицию изменилось и название праздника. Пользуясь случаем того, что сегодня у нас день, профессиональный праздник, это День сотрудников органов внутренних дел, в старину День милиции, хочу поздравить всех своих коллег, которые сейчас работают, которые ранее работали, ветеранов, пожелать им здоровья, им и их близким, благополучия в семье, ну и удачи по жизни. Жители Якутии старше 50 лет могут получить новую профессию или повысить квалификацию. В списке образовательных программ более 10 специальностей. Об этом сообщает в Госкомзанятости населения. Профобучение лиц старше 50 лет организуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение для граждан», готовых после завершения учебы продолжить трудовую деятельность. В данное время проводится предварительная организация обучения в следующем году. Записаться на учебу можно в Центре занятости населения по месту жительства. Впервые на Гран-при Москвы состоялась премьера нового вида спорта – пляжной борьбы. В рамках соревнований прошла матчевая встреча между женскими сборными России и Румынии. Россиянки победили в 4 поединках из 6. В числе победителей турнира в весе 60 килограммов стала выпускница СВФУ, представитель Центра спортивной подготовки сборных команд Якутии Алина Казымова. На Гран-при Москвы она провела 2 схватки, выиграла румынскую спортсменку со счетом 3-1. Другую российскую спортсменку Алина атаковала в последние минуты и победила со счетом 1-0. Борьба на песке ей напоминает якутский хапсагай. Алина считает, что пляжная борьба требует от спортсмена концентрации и координации. Отличие от вольной борьбы в пляжной борьбе – это то, что покрытие – песок. Борцам тяжелее уже бороться, сбивается дыхание, теряется скорость.
правила чуть-чуть другие. Надо было быстро адаптироваться к ним. Это были для нас первые соревнования по пляжной борьбе, но мы их прошли успешно, удачно. 2 золота, 2 серебра и бронза. Следующим крупным международным стартом Алины Казымовой станет чемпионат мира по вольной борьбе в составе сборной России. Подготовку команда проведет в городе Алушта. А год назад в алмазной столице открылась студия стрит-джаза для взрослых. Чтобы заинтересовать мирнинцев, тогда во Дворце культуры «Алмаз» для всех желающих прошли бесплатные мастер-классы по современным танцам. О том, как работает студия сегодня, в сюжете наших коллег. Плавные ломаные волны, сокращение бедер, плеч и груди в ритм музыки, а также элементы перешагивания и скольжения ног. Это стрит-джаз. Часто именно этот танец мы видим на концертах и в музыкальных клипах отечественных и зарубежных исполнителей. Научиться ему можно и в Мирном, студии современных танцев культурно-спортивного комплекса, что и сделала год назад Татьяна Рыцарева. Меня уличный танец с детства привлекает. Я с детства занимаюсь танцами. Как занимаюсь? У нас была своя группа танцевальная. Мы вот здесь в ДК занимались. Вот. И, наверное, потом, когда уже выросли, это все отошло на какой-то далекий план. А сейчас есть возможность опять возобновить это. Вот, как бы. Поэтому... Направление стрит-джаз зародилось среди уличных танцоров, в основном для того, чтобы разнообразить выступления артистов. После стрит-джаз стал самостоятельным видом хореографии. В Мирном о нем узнали год назад. Стрит-джаз – это не только красиво, но и полезно для поддержки мышц в тонусе, хорошего самочувствия и творческого самовыражения. Да и особая спортивная форма для занятий не потребуется. Кроссовки, джинсы, широкие штаны, футболка или кроп-топ, свободная рубашка. Вот и вся форма, которая необходима для стрит-джаза. Здесь самое главное – удобство танцора. В Мирном стрит-джазом сейчас у нас занимается только студия наша. Вот, численность ее 18 человек, чему безумно рады. Мы мечтали выйти на сцену, но, к сожалению, нас подвела ситуация с коронавирусом. Но мы стремимся, нарабатываем свои умения и навыки. Я думаю, что очень скоро, когда все откроется, мы будем блистать на сценах города Мирный. Пока танцорам остается оттачивать свои навыки и дальше. А студия стрит-джаза ждет и новых учеников. Мария Флоренци, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». К этому часу это все новости. Не забывайте носить маску в общественных местах. Мы следим за развитием событий.